На страже интересов потребителей мониторинг санитарного состояния и качества продуктов питания провели в Карабулаке. Сотрудники надзорных ведомств обошли торговые точки города. Они проверили мясную продукцию, хлебобулочные изделия, овощи и фрукты. Репортаж Светланы Томовой. Соответствует плитка, внизу плитка, соответствует помещение, высота, санитарное состояние. В этой мясной лавке действительно соблюдаются все санитарные нормы. Ежедневно мясо проходит лабораторную экспертизу, и в подтверждение этого ветеринарным врачом выдается соответствующий документ. Сам же владелец считает, что в таких условиях работать гораздо приятнее. Приятно, когда покупаешь пищевой продукт «Мир». И людям приятно, и мне приятно, когда чисто все. Далее члены комиссии направляются в продуктовые магазины. Здесь же проверяют фрукты и овощи на содержание нитратов. 108, да? При норме 300. Это вообще нет содержания, да? На нормы не добираем. Это хорошо. Нитратомер показывает, что норма ниже допустимой, а значит, фрукты и овощи можно есть, не опасаясь за свое здоровье. Мы спрашиваем, сертификат должен, друг комиссию, да, ездит, ходить, и И таким образом... Да. А вот в следующем продуктовом магазине все не так гладко. Выявлено несколько нарушений. У некоторых продуктов срок годности истек давно, а где-то без маркировки. Все недочеты члены комиссии фиксируют, чтобы затем составить административный акт. Здесь просрочка идет с марта месяца. С марта и с апреля месяца. Надо убрать вас. Вот это все, наверное, у вас просрочка. Спецформа не соблюдается. Да, не соблюдается спецформа. Нет книжки. Нет санитарной книжки. Потому что у вас есть просрочка, знали? Чуть-чуть было у меня просрочка. Там молочка 2-3 бутылки было. И вот это. А вот эта пекарня пользуется у горожан большим спросом, но условия, в которых готовят, оставляют желать лучшего. Ну а если говорить о наличии документов, то протокол лабораторных исследований истек еще в 2016 году. У вас на 24.08.16 года, 2016, ну вот свежие надо. Если нету... В 2017 году где-то должны быть проверки. Ну, давайте так. Значит, ищите документы. В одном из крупных супермаркетов города тоже не обошлось без нарушения. Просроченную молочную продукцию тут же снимают с прилавок, а домашняя консервированная продукция, которая к тому же реализуется без соответствующей маркировки, и вовсе запрещено продавать. Выявили факт молочной продукции с истекшим сроком хранения, что является нарушением. Данная продукция будет изъята, приняты соответствующие меры в отношении виновных лиц. Во время съемки к нам обратилась одна из местных жительниц. Женщина рассказала, что в нескольких магазинах города реализуют алкогольную продукцию, и один из них располагается буквально в 50 метрах от школы. Это невозможно, это харм, ханхам. Открыто продают нам спиртное в 3 магазинах. Вот школа рядом, вот сколько шагов от школы. За ним стоит мяждик. Все поднимали вопрос, но никто не решает. Совместно с комиссией мы направились в тот самый магазин. Владелец визиту незваных гостей, мягко говоря, был не очень рад. Это слабый алкоголь. Там, да, процентное. Пиво слабо, алкогольное, да, вино? Да, процентное. Вино там, как водка, 40 градусов. То есть он может круглосуточно продавать, да? Определенный регламент, да, до 9 полжи. Вот, до 9 он. А кто регламент дает? За согласие, я письмо, с Киевом побачил. С администрацией? Да, с 10 до 9. Ага, проблемы шкугятся. Нага проблемы. То есть мы зашли, посмотрели на товар, нет никаких сопроводительных документов. Есть разрешение, патент на реализацию слабоалкогольной продукции. Ну, мы сейчас дальше уже совместно с участковыми полномочиями администрации города будем принимать уже конкретные меры, то есть что сделать с этим магазином, имеет ли он право вообще реализовывать эту продукцию или не имеет. Мы дальше не будем просто так на тормозах пускать это дело.
обязательно постараемся довести все до логического конца. Члены комиссии отмечают, что в республике свыше 3500 представителей малого и среднего предпринимательства. Из них больше 1000 производят продовольственную продукцию. Производимая продукция, конечно, она и вкусная, она и, значит, соответствует нормативным документам, но, к сожалению, значит, многие разрешительные документов не имеют. Почему не имеют? Вот поэтому мы их предупредили, дали им время, как вы видели сегодняшний наш, значит, рейд. Дали время, чтобы они, значит, продлили те, которые, значит, просрочены, сертификат соответствия, скажем, да. Мониторинг санитарного состояния качества продуктов питания проводится лишь с одной целью, чтобы жители региона покупали самую свежую и безопасную продукцию. И такие проверки будут продолжаться во всех городах и районах республики до конца ноября. Светлана Томова, Гапур Чахкиев. Новости 24.